Здравствуйте, в эфире «Настоящее время». С вами Наташа Мозговая. Сегодня в программе. Лию Ахеджакову обманом заставили записать видеообращение против Навального. Московский суд перенес оглашение приговора братьям Навальным на завтра. По законам военного времени, уходящий год глазами украинского журналиста. Военная миссия НАТО в Афганистане завершена. Афганским властям придется разбираться с талибами самостоятельно. Прага. Начинаем с вас. Сергей. Спасибо, Наташа. События дня в настоящем времени из Праги. Я Сергей Дорофеев. Здравствуйте. 15 января уже завтра. Судьба Навального решится в этот вторник. Дату приговора братьям Алексею и Олегу Навальным перенесли. Ранее заседание было назначено на 15 число. В этот день активисты планировали собрание на Манежной площади. Оппозиционер и его брат обвиняются в мошенничестве и нанесении ущерба компании «Ивроше Восток». Обвинение требовало приговорить Олега Навального к 8, Алексея к 10 годам лишения свободы. В пресс-службе Замоскворецкого суда поясняют, дату изменили, так как приговор уже готов. Предновогодний обман. Пострадали журналист Леонид Парфенов и актриса Лия Ахеджакова. В России неизвестные приехали к публичным людям с видеокамерой, просили записать обращение в поддержку Алексея Навального. В итоге записанное видео смонтировали так, чтобы представить говорящих критиками оппозиционера, более того, призывающими посещать антинавальный сайт. О том, какой может быть подлость с привкусом политики, моя коллега Екатерина Кочкина. Противники оппозиционера запустили провокационный интернет-сайт с петицией о как можно более суровом приговоре. Под предлогом записи видеообращения в поддержку Навального прорекламировать веб-страницу попросили известных людей. О том, как выглядят итоговые ролики и сам сайт, актриса Лия Ахеджакова узнала лишь после публикации. Позвонил мне некий Алексей Баженов, спросил, как я отношусь к тому, что суд над Навальным. Я сказала, что я плохо отношусь. И он меня спрашивает, а вы можете это на камеру сказать? Я говорю, я только не поеду никуда, все они ко мне приедут, ради бога. Приехали два очень симпатичных молодых человека. Вот они спросили меня, как я отношусь. Вот я это все сказала, бумажку показала этого сайта. Я вообще интернетом не владею, не догадалась попросить мужа посмотреть, что за сайт. В полной версии обращения, опубликованной позднее, Ахеджакова призывает судью и прокурора не сажать в тюрьму невиновного. Девочки, хватит смотреть в стол. Встаньте и уйдите. Это будет поступок, по которому вас запомнят на всю жизнь. Помимо Ахеджаковой, жертвами обмана стали телеведущий Леонид Парфенов, правозащитница Ольга Романова и общественный активист Евгения Чирикова. Чуть менее доверчивыми оказались актер Михаил Шац и политик Борис Немцов. Дальше ребята, которые меня снимали, сказали, что не едут к Немцову. Я говорю, передайте Боре привет. Но Боря глаз ватерпас, он их не пустил. До сих пор не установлено, кто является организатором съемок. Страница с петицией против Навального зарегистрирована через сервис, обеспечивающий создателю сайта анонимность. Представившийся по телефону Алексеем Баженовым человек не озвучил свою принадлежность к какой-либо организации. Екатерина Кочкина, «Настоящее время». События в Украине и последующая реакция на них в России раскололи российское общество. Может ли теперь что-то объединить деятелей культуры? Зачем Андрей Макаревич с его взглядами пожимал руку представителям российской власти? Известный музыкант рассказал в интервью нашему корреспонденту в Москве Мумину Шакирову. Андрей, скажите, сложно ли быть художником сегодня в России? Художником вообще быть не очень просто. Я думаю, вообще кем-то быть не очень просто. Никакой трагедии из этого я бы делать не стал. За это время вы кардинально как-то изменили свое отношение к окружающей среде, не к себе. Существуют эти 84%, которые поддерживают власть. Вы ожидали, что будет такой перекос? Ну, во-первых, я сильно сомневаюсь насчет цифры 84. Это очень плавающие, очень быстро плавающие цифры. А во-вторых, никаких особенных иллюзий я себя никогда не строил. Я здесь родился и живу в 61 год. Разные времена повидал. Несколько поразило то, с какой скоростью все это случилось. Но с учетом того, что время вообще уплотняется по спирали, наверное, к этому надо привыкать. Видимо, дальше будет еще быстрее. Если честно, 5-6 лет назад вы поддерживали эту власть, принимали от нее награды. Вас ничего не смущало. Можно ли говорить, что произошел перелом в вашем сознании, или это небольшая корректировка? Нет, в моем сознании никаких переломов не произошло. В те годы, когда я получал награды от власти,
Если меня удовлетворяли ее действия или ее планы, я этого не скрывал. Если мне не нравилось то, что она делала, я этого тоже не скрывал, независимо от наград. Просто сегодняшнее поведение власти невероятным образом отличается от того, что мы имели несколько лет назад. Вы не исключаете того, что вы опять войдете в кремлевский кабинет и будете пожимать руку тем, против кого вы сегодня выступаете? Я больше 10 лет являлся членом Совета по культуре при президенте Российской Федерации. Я думаю, что значительно больше 10 лет, потому что я еще при Ельцине туда попал. Вот, так что руку я пожимал согласно протоколу. Это «Настоящее время». Продолжаем. В России новая военная доктрина. Чего ждать от нового идейного документа? Мнений много. Сейчас взгляд из Вашингтона. Да, Сергей, в новой военной доктрине России интересные изменения. Например, вот в ней появились новые определения: мобилизационная готовность РФ и система неядерного сдерживания. Из документа также исчезло недопущение гонки вооружений. И вот еще цитата: «Наметилась тенденция смещения военных опасностей и военных угроз в информационное пространство и внутреннюю сферу Российской Федерации». Конец цитаты. В американской администрации согласились с российской оценкой угрозы экстремизма и оружия массового поражения, но отметили, что не согласны с оценкой возможных угроз со стороны НАТО. У нас в студии наш корреспондент Александр Григорьев. Саша, некоторые российские СМИ сравнивают вот эту концепцию, новую российскую военную доктрину, с концепцией американского глобального удара. То есть это вообще сопоставимые какие-то идеи? Это несопоставимо, потому что реально военная доктрина США пересматривается каждые 4 года, и пересматривает Министерство обороны. И она примерно в 3 раза толще российской военной доктрины и намного более детальна. Там нету огромного количества вещей, которые в эту и предыдущие российские военные доктрины попадали. Например, там никто не опасается использования информационных технологий интернета для того, чтобы возбуждать какие-то страсти внутри Соединенных Штатов или за ее пределами. Да? То есть речь идет о вполне конкретных делах, например, о терроризме и насильственном экстремизме. Эта доктрина интересна тем, что она существенно понижает, на мой взгляд, уровень опасности, вероятность использования военной силы России. Да? Вот давайте посмотрим. Вот основные военные опасности: установление в государствах, сопредельных с Российской Федерацией режима, в том числе в результате свержения легитимных органов государственной власти, политика которых угрожает интересам Российской Федерации. То есть это может быть что угодно? Это может быть все что угодно. Вы можете трактовать, недружественную политику любую, по поводу усыновления детей, по поводу продажи нефти, по поводу... угрозу России военную, причем. Безусловно, да. То есть, соответственно, есть где угроза, Россия обязана реагировать на это. Но мы можем представить, то есть, опять же, в доктрине напоминается о том, что существует союзное государство России и Белоруссии, существует АДКБ. Да, Россия должна применять военную силу для защиты своих союзников. Давайте себе представим ситуацию. В Минске происходит массовое народное волнение. Президент Лукашенко бежит в Ростов-на-Дону. Россия воспринимает эти народные волнения, естественно, как использование военной силы не военными методами, то есть со стороны ЦРУ, Моссада, Госдепартамента, разведки Зимбабве, кого угодно, использует военную силу для того, чтобы вернуть дружественного президента ко власти. То есть получается, что это во многом политический документ. В 2 словах, какую функцию вообще должна выполнять военная доктрина? Известно, что генералы всегда готовятся к предыдущим войнам. Здесь концентрирован опыт России последних лет, и складывается впечатление, что в Кремле просто поверили собственной пропаганде. Спасибо. В студии был наш корреспондент Александр Григорьев. Талибы заявили сегодня о победе над коалиционными войсками в Афганистане. В США, естественно, вывод войск видят как завершение военной миссии, которая продолжалась 13 лет. В воскресенье в штабе НАТО в Кабуле состоялась церемония, посвященная окончанию военных операций коалиции в Афганистане. Напомним, что США и около 50 других стран направили своих солдат в Афганистан, чтобы свергнуть режим талибов, предоставивший убежище террористам Аль-Каиды, которые совершили теракты в США 11 сентября 2001 года. Талибан продолжает угрожать безопасности Афганистана, но теперь ответственность за борьбу с ним или за попытки договориться лежит на афганских властях. Консультировать и обучать афганских бойцов будут приблизительно 13 тысяч военнослужащих НАТО, в основном американских. Новая миссия получила название Resolute Support – решительная поддержка. Сам президент США Барак Обама заявил, что самая долгая война в истории США подходит к ответственному концу. Обама напомнил, что когда он был избран президентом, в Ираке и Афганистане находились около 180 тысяч американских военнослужащих. Теперь в обеих странах их менее 15 тысяч.
Финансовая помощь США на поддержку демократии в мире сократилась за время правления Барака Обамы на 28% и составляет сегодня менее $2 миллиардов в год. Расходы Агентства США по международному развитию на продвижение демократии, прав человека и на поддержку борьбы с коррупцией сократились на 38% по сравнению с 2009 годом. Томас Карозерс, вице-президент по научной работе фонда Карнеги за международный мир в Вашингтоне, он пишет в Washington Times: помимо Ирака, Афганистана и Пакистана, USAID потратила в 2014 на демократию, права человека и борьбу с коррупцией $860 миллионов, меньше, чем потратил на то же самое всего один гражданин США Джордж Сорос. Эксперты полагают, что сокращение бюджета на развитие демократии во многом результат повышенной турбулентности в мире и вывода, что приоритетом является безопасность, а демократии придется немного подождать. Вот мнение политического обозревателя Леона Визельтира. Я думаю, что с точки зрения своих ценностей и своих интересов у Соединенных Штатов есть обязательство сделать демократизацию одним из столпов своей внешней политики. Думаю, мы отвечаем за то, чтобы поддерживать демократические движения, где бы они ни существовали. Способ этой поддержки может зависеть от ситуации, но тут должны использоваться все инструменты нашей власти. Ведь это долгосрочная история, демократизация. Это не событие, это эра. Однако демократы и демократические движения должны рассчитывать, к сожалению, они не могут сейчас, на американскую поддержку того, что они делают. Это не означает, что мы будем все время отправлять морпехов. Но вот Украине, по мнению Леона Визельтира, США должны были предоставить военную помощь. Я думаю, мы должны были дать украинцам оружие, которое нужно им для того, чтобы сражаться и повысить цену для Путина. Потому что Путин, очевидно, достигает очень многого, ничем не рискуя. И те силы, с помощью которых он вторгается на Украину, включают танки, войска и средства ПВО. Но они рассчитаны не на полномасштабное вторжение в Украину. Я не думаю, что он в этом заинтересован. И это означает, что для украинцев нужно предоставить не так уж и много военной помощи, чтобы реально повысить цену за тот вред, который нанес Путин, и отбить у него охоту к подобным вторжениям. Как бы то ни было, я очень уважаю людей, которые хотят бороться за самих себя. Президент Порошенко не просит ввести американские или западные войска. Он просит оружия, чтобы они могли воевать сами, и украинцы сейчас находятся в осаде. Главные события 2014 года в Украине. Слово нашим коллегам в Праге. Главным геополитическим событием года, безусловно, был украинский Майдан, за которым последовали аннексия Крыма, сбитый малазийский Боинг и продолжающиеся сейчас боевые действия на Донбассе. Корреспондент украинской службы «Радио Свобода» Левко Стек в своем очерке решил всем напомнить о том, о чем сами украинцы забыть уже точно не смогут. Трудно поверить, что эти кадры сняты в центре Киева. Но именно так выглядела столица Украины 22 января 2014 года. Люди вышли на улицы в ноябре, требуя отставки президента Виктора Януковича. Но в тот день кризис вошел в новую фазу. 5 людей погибли, сотни были травмированы. Всю неделю мы вели прямые трансляции с горящих баррикад, днем и ночью. Самый трагичный период Майдана наступил через месяц. Все началось с боев в правительственном квартале. Мирная демонстрация быстро переросла в массовые беспорядки, в которых погибли не меньше 20 человек. В противостоянии на улице Шелковичной участвовали сотни людей. Они били и захватывали бойцов внутренних войск, отбирали и одевали на себя защитную экипировку. Но это была краткосрочная победа. В ту ночь силовики вернулись и окружили Майдан. Через 2 дня, по официальной информации, они застрелили на Майдане 77 протестующих. Но украинцы добились своего. Янукович был вынужден бежать из страны. Новый кризис был уже на пороге. В Крыму неизвестные вооруженные люди начали захватывать административные здания. Теперь они известны как «зеленые человечки», поскольку были в форме, но без опознавательных знаков. Я приехал в Крым во время проведения так называемого референдума. Многие крымчане с радостью шли голосовать
и праздновали новость о том, что присоединятся к России. Итак, общекрымский референдум состоялся! Украинские военные, которые базировались в Крыму, были вытеснены с полуострова практически без применения оружия. Один солдат погиб во время штурма военной части в Симферополе. Еще несколько были ранены. Отношение к украинским журналистам в Крыму тогда было крайне негативным. Я смог убедиться в этом, когда неизвестные с оружием похитили меня после съемки материала о российских солдатах в Бахчисарае. Отпустили в тот же день, но видео отобрали. Через несколько недель эпицентр конфликта опять переместился. В этот раз на восток Украины. Я приехал на Донбасс, когда украинские силовики наступали на занятые пророссийскими боевиками территории. Казалось, победа над сепаратистами уже близко. Но впереди была битва за Иловайск. Я снимал первую попытку захватить город. 11 августа в ходе боя 6 добровольцев были убиты. Десяток получили ранения. Тогда батальоны так и не смогли зайти в город. Позже командир объяснил, что пошло не так. Нам не вистачило сил. Нам не хватило сил, и не было такой цели какой-либо ценой захватить этот город. То есть мы поняли, что они очень сильно укреплены и не отступают. Поэтому, проведя разведку боем, мы отступили назад для того, чтобы перегруппироваться, сделать новый план и по-новому захватить город. Сотни украинских бойцов погибли во время Иловайского котла, который произошел вскоре после этих событий. Украинское военное командование заявило, что тогда на Донбассе россияне впервые масштабно использовали регулярные войска. Украинские солдаты были вынуждены отступить. Мы следовали за ними. В сентябре было объявлено перемирие. Хотя в зоне АТО заметить это было непросто. Одним из мест, где о перемирии только слышали, было село Никишино. Населенный пункт находится в 10 километрах на восток от Дебальцева, и тогда было одной из самых горячих точек на карте. Иногда расстояние между противоборствующими сторонами было меньше 100 метров. Солдатам из-за перемирия запретили атаковать, поэтому они могли только удерживать свои позиции и прятаться от обстрелов в подвалах брошенных домов. Так перемирие продолжалось всю осень. В ноябре я побывал на еще одном поле битвы, в селе Пески, что возле Донецкого аэропорта. Когда-то здесь жили 2000 человек, сейчас осталось около 100. Ни воды, ни света, ни отопления, ничего нет. Мы живем как цыгане. Солнце стало утро, солнце село вечер. В декабре бои стихли, хоть и не прекратились. Сколько продлится затишье, не берется загадывать никто. Ведь прошлый год показал, как быстро мир и стабильность могут превратиться в огонь насилия и войну. И вновь время передавать слово в США. Экономика 2015. Чего ждать в новом году? Слово коллегам. Последний раунд так называемого количественного смягчения, который проводила Федеральная резервная система США, завершился в октябре. Но мировая экономика, вероятно, будет ощущать влияние мер американского Центробанка и в 2015 году. Подробности в сюжете Алексея Березина. С 2008 года Федеральный резерв США в качестве антикризисных мер закачал в мировую экономику около 4 триллионов долларов. Такие меры не только привели к понижению процентных ставок США до рекордно низкого уровня, но и не вызвали роста инфляции, чего многие опасались. Вместо этого часть денег ушла в страны, где можно было получить более высокий доход. Такими странами оказались страны БРИК – Бразилия, Россия, Индия и Китай. Но теперь, когда со следующего года процентные ставки в США вырастут, часть этих денег начнет возвращаться в США. Поскольку процентные ставки в США начали расти, привлекательность Соединенных Штатов как место для инвестиций продолжает возрастать. Вы можете увидеть, как капитал, который уходил на развивающиеся рынки, возвращается назад. И это не обязательно плохо. Капитала оказались в лучшей ситуации с точки зрения экспорта.
Это потому, что сильный доллар удешевляет экспорт. С другой стороны, он, вероятно, приведет к усилению волатильности, то есть скачкам на финансовых рынках. Почему волатильность вернулась на рынок Форекс? Потому что мы отходим от многоскоростного режима работы центральных банков к разнонаправленному. В былые времена все занимались одним и тем же, просто в разной мере. Теперь у нас есть два центральных банка, которые снимают ногу с педали газа. Это Банк Англии и Федеральный резерв. И есть два других центральных банка, которые, наоборот, жмут на газ. Это Европейский центральный банк и Банк Японии. Эксперты считают, что волатильность цен является неотъемлемой частью нормализации экономики. Международный финансовый консультант Джеймс Беркли говорит, что она может сыграть исключительно важную роль. Думаю, что правительства должны сфокусироваться на усилиях по максимизации международной торговли, воспользоваться преимуществами данного периода, который не ограничивается восстановлением. Мы вступаем в период, который я бы описал как серьезный устойчивый рост. Несмотря на замедление экономики в некоторых регионах мира, эксперты считают, что укрепление экономики США вкупе с низкими ценами на нефть приведет к росту потребления. А если потребители увеличат траты, то развивающиеся экономики, которые производят более 35% всех товаров в мире, вероятно, преуспеют в 2015 году. В белорусском правительстве кадровые перестановки. С подробностями студия в Праге. Сергей? Да, в Беларуси новый премьер, глава Нацбанка, часть правительства и некоторые губернаторы. Хотя слово «новые» неточное. Отчасти это были традиционные для Лукашенко рокировки. Например, премьер-министром стал Андрей Кобяков, ранее был главой президентской администрации. Владимир Семашко был первым замом премьера, стал просто заместителем. Напутствуя назначенцев, Александр Лукашенко сказал, что ждет от них напряжения, напомнив, новые президентские выборы не за горами. Я бы хотел, чтобы до выборов новый состав правительства, высших органов власти напрягся и поработал, чтобы ни у кого не было каких-то там сомнений, буду, не буду работать. Я готов и после выборов, если все нормально сложится, работать с таким составом правительства и с такими должностными лицами. Ну, если нет, у меня, откровенно вам говорю, есть еще один резерв после выборов, для того, чтобы дошлифовать тот состав органов власти, который будет сдавать экзамен перед народом. Экзамен для всех нас – президентские выборы. О кадровых решениях мы поговорили с директором Белорусской службы «Радио Свобода» Александром Лукашуком. У Лукашенко есть целый кадровый реестр госслужащих. Но почему во власть попадает так мало новых лиц? Дело в том, что в Беларуси действует система, в которой, как говорится, кадры решают все, но на самом деле они не решают ничего, они за все отвечают, это правда. Поэтому Лукашенко в своей кадровой политике исходит в первую очередь из системы безопасности. Безопасность для него означает, что на горизонтальном уровне, в местах, не должна сложиться элитная какая-нибудь группировка. То же самое и на вертикальном. И вот те редкие все-таки новые люди, которые появились, руководитель маленького города стала вице-премьером. Как пишет «Солидарность», еще недавно директор Минской птицефабрики становится витебским губернатором. По каким принципам в Беларуси идет ротация, идут кадровые назначения, что получаются вот такие карьерные взлеты? В Беларуси это происходит все-таки по причине, во-первых, полной лояльности. Эти люди означают во все предыдущие политические циклы, а политические циклы в Беларуси – это президентские выборы, они работали так, как надо, дали то, что надо, обеспечили процент и обеспечили спокойствие в своих регионах. Второе, возможно, в Беларуси так считают, что на тех, кто идет наверх, обязательно есть какой-то компромат, который делает их управляемыми. Ну и третье, опять же, Александр Лукашенко не любит, когда один и тот же человек долго занимает одну и ту же позицию, чтобы не обрастали связями, не укреплялись. Такой же принцип действовал и в советские времена. О новых назначениях в Беларуси директор Белорусской службы «Радио Свобода» Александр Лукашук. Спасибо. Это «Настоящее время». Далее у нас эфир из Вашингтона. Коллеги, продолжайте.
В 1993 году режиссер Роман Виктюк, встречаясь в Италии со смертельно больным Рудольфом Нуреевым, пообещал ему, что когда-нибудь поставит о нем спектакль. Обещание он выполнил, и спектакль «Рудольф Нуриев. Нездешний сад» идет не только на московской сцене. С этим спектаклем актеры гастролируют по всему миру. Репортаж Светланы Прудовской, Андрея Дегтярева. Для жителей Большого Вашингтона приезд театра Романа Виктюка всегда праздник. Как минимум 2 раза в год любители и ценители театрального искусства наслаждаются спектаклями своего любимого режиссера. Специально Виктюк. Я ни разу не видела спектакля Виктюка, а слышала очень много и хочу посмотреть. Да, специально Виктюка, потому что мы его очень любим и в Москве всегда на него ходили. В спектакле «Рудольф Нуриев. Нездешний сад» балетный станок на всю сцену, перила которого замкнуты в круг, олицетворяют собой жизнь гения, летящего по кругу и замкнутую в этом же кругу. Это даже не спектакль, а некое действо, сотканное из музыки, чудесной пластики актеров, уникальных документальных кадров и полета великого танцора. Все это смотрится на одном дыхании, и через минуту начинаешь сам жить в этом кругу. Мама, это я, Рудик. Нам разрешили свидание. Вот этого я и боялся. Я не мог не приехать. Вырываешься из-за железного занавеса. Я хочу остаться! Вместе с героем балансируешь на балетном станке, с которого нельзя сорваться. Вместе с героем начинаешь вращать вокруг себя серебряный шар, шар земной. Он разрушал все каноны, отвергал обыденность и скуку на сцене. Он был жесток, но любил страстно. Его обожали и ненавидели одновременно. И за этот великий талант, который был дан Нуриеву свыше, ему пришлось расплатиться одиночеством. Потому что от колыбели до могилы Рудольф Нуриев нес свой главный крест – стремление быть первым, зная и понимая, что его ждет нездешний сад. Прошептал мне тот цветок, будешь вечно одинок. Таков Рудольф Нуриев в исполнении Дмитрия Бузина, которого я спросила после спектакля, где его нездешний сад. К сожалению, я в нем родился. В этом саду, в таком саду. В одном из таких садов, скажем так. Их много, они разные. Я с печалью говорю об этом, потому что таким образом я потерял контакт с огромным количеством людей. Это очень больное открытие, и оно происходит внезапно. Долгое время ты разговариваешь с людьми, предполагая, что они тоже родились в твоем мире и рано или поздно тебя услышат. Но это невозможно. Я счастлив, что люди не воспринимают это как политический манифест, а они слышат это как человеческий манифест, как человеческое стремление вырваться вообще откуда бы то ни было. Театр отправился дальше. И уже завидуешь тем зрителям, которые откроют для себя впервые двери в этот прекрасный нездешний сад. Светлана Прудовская и Андрей Дегтярев. Сепаратисты. Ополченцы. Объективная информация. Агитация и пропаганда. Человек. Государство. Эмбарго на поставку. Покупайте свое и Порядок. Как разобраться? Все события дня в новом телевизионном проекте «Настоящее время». На этом программа «Настоящее время» подошла к концу. Ее подготовили для вас «Голос Америки» из Вашингтона и «Радио Свобода» из Праги. Заходите на страницы наших социальных сетей, читайте и смотрите нас на сайте currenttime.tv. Сергей, до завтра и спасибо. До завтра. Мы благодарим коллег в Вашингтоне и всех наших зрителей. Смотрите нас в эфире своих национальных телеканалов. «Настоящее время» вновь наступит уже завтра. Я Сергей Дорофеев. Всего доброго. До свидания.